В 2021 году в Ингушетии удалось увеличить темпы строительства важных социальных объектов. На сегодняшний день по линии Минстроя Республики в рамках реализации национальных проектов «Образование и демография» сданы в эксплуатацию 8 школ на 720 мест каждая и 20 дошкольных учреждений по 220 мест. В 2021 году мы еще заложили 7 школ. И еще мы сейчас закладываем 3 контракта уже подписаны. 1 контракт уже на тендере, но до конца года контракты подпишем еще 5 школ. 6-я школа – это на Приобретение. Мы ее покупаем. Итого у нас получается 6 и 14. 20 школ. Эти школы, нацпроекты – это образование, это демография. Плюс еще 7 садиков у нас начаты. В 2021 году Министерством строительства ЖКХ Ингушетии удалось завершить 6 объектов долгостроев. Один из них – детский сад в Новом Реданте. Строительство дошкольного учреждения началось в 2016 году и затянулось на 5 лет. По указанию главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, работы на объекте в кратчайшие сроки завершили. Мамы и малыши отпраздновали долгожданное новоселье. В 2021 году в Ингушетии успешно реализована программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день выдано 30 квартир, в которых проживают 143 человека. В 2021 году удалось достроить многоквартирные дома по улице Базоркина в Малгобеке. В Малгобеке это долгострой. Деньги люди, подрядчики получили. Никак не достраивался этот дом. 40 квартир там было. Мы этот дом ввели, люди живут уже 2-3 месяца. Плюс еще там стоит 56-й дом. Минстрой долевое участие там принимал. Нам удалось все это вопрос через суды решить. Мы решили, определили, не то, что инвестор нашелся, взял на себя долги того обанкротившегося человека, достроил этот дом, 36 семей уже зашло туда. Живут. Сейчас мы готовим выплаты. Тендер прошел, аукцион прошел. Квартиры мы уже выкупили. Нам нужно стать юридически это оформить. До Нового года мы их юридически оформим, но люди уже зашли и живут там. Дом долгострой в Малгобеке также довели до открытия по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Глава республики держал вопрос переселения граждан на личном контроле. Качеством выполненных работ жильцы довольны. Особое внимание уделили эксплуатации электро- и газооборудования. Довольно то, что закончились наши мучения, наше вот это хождение по мукам, как говорится. Так вот, довольство, конечно. Я рада, что действительно это будет мое жилье, где сегодня не придут и не скажут: выходи, это съемное жилье, не выходи, освободите квартиру. А теперь я знаю, что сегодня это мое, и я знаю, что я буду жить уже точно. В 2021 году долгожданные ключи от новых квартир в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» получили жители аварийного многоквартирного дома в Назране. 240 семей, который самый большой вопрос у нас был в Назране. Мэрия постаралась, но правительство тоже. Я говорил, что глава очень сильно беспокоится этих людей. Почему? Это те люди, которые ниже среднего достатка, которые есть, но она досталась, как говорится. На сегодняшний день 186 семей на город Назран переселил. 186. Осталось 54 семьи. Это юридическое оформление. Оформление. Что такое юридическое оформление? Статус определить через суды. Большое внимание уделили социальному обслуживанию граждан. Так, в 2021 году по линии Министерства строительства и ЖКХ Ингушетии в селении Сурхахи открыли новый 4-этажный корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов». Новое здание на 50 мест возвели в рамках национального проекта «Демография». Сегодня 50 человек могут здесь находиться. Я только хочу искренне далам дарб худолшан мяш могут что худолш хахалаха узхадак дес зник вибет айцер дал эту боку дачахбах. В новом корпусе постарались создать все необходимые условия: комнаты отдыха, молельные, актовые залы, уютная столовая, пищеблок, просторные коридоры, бесплатный Wi-Fi. На первых 2 этажах корпуса расположены процедурные кабинеты, а на верхних спальные номера. Среди них как одноместные, так и двухместные. В них предусмотрены отдельные санузлы, холодильные камеры. Хвойные, валерьяновые ванны делаются. Делаем мы электропроцедуры, то есть электропроцедуры производят УВЧ, электрофорез, ультразвук. Еще у нас есть парафинное отделение и отделение грязевое.
Вот. Ну, сейчас у нас прибавилось большое количество аппаратуры, то есть мы стараемся уделить больше внимания больным, то есть чтобы они быстрее проходили процедуры. Много работы проведено в 2021 году в улучшении системы водоснабжения. В регионе 3-й год подряд реализует федеральный проект «Чистая вода», входящий в национальный проект «Экология». В рамках его исполнения в 2021 году в новом микрорайоне Восточный в Сунже проложили более 6 километров водопровода. Большая работа проведена и в городе Воинской Славы. В Малгобеке построили насосную станцию. На 2021 год по чистой воде федеральным центром нам были выделены лимиты около 104 миллионов рублей. На эти суммы у нас в 2021 году реализовались 4 мероприятия. На сегодняшний день все объекты завершены, 100% кассовое освоение имеется. До конца декабря месяца планируется получить акт ввода в эксплуатацию объекта. На 2022 год запланировано еще больше работ по улучшению состояния водных объектов республики. Министерством строительства ЖКХ Ингушетии уже достигнут ряд соглашений. Для решения проблем с водоотведением в ближайшие 5-10 лет потратят 36 миллиардов рублей. Обновление всей системы водоотведения, и строительство водоотведения и воды. Это городские сети все. Сельские городские сети будут, новые сети будем прокладывать. Это будем мы, Асельский водозабор. Плюс еще модернизация наших существующих насосных станций. Полностью все будет. Скважин будем обновлять полностью. Плюс еще мы будем делать водоводы. Это Назрань, Карабулак и Карабулак, Сунжи, Малгобек. Это тоже у нас заложено все. Мы сейчас ведем уже. В этом году мы уже начинаем Альтийский водозабор. Это старый, как говорится, дореволюционный водозабор, который был построен. И станции очистки. В 2021 году удалось решить затянувшийся вопрос с обеспечением теплом жителей 2 18-этажек, расположенных при въезде в Магаз. Многолетняя проблема 2 многоэтажек была решена благодаря вмешательству главы республики Махмуда Али Калиматова. По его указанию были выделены финансовые средства на строительство котельной из Национального фонда развития Ингушетии. Очень много сделано с помощью главы. 35 миллионов он отдал на котельную. Вы знаете, сколько лет эти 2 дома гремели. Тут тоже глава вышел и сказал: ребята, деньги вот, но только сделайте. Сейчас мы его запустили. Глава сам туда ездил, принимал, смотрел. Запустили эту котельную. Сегодня у людей там есть горячая вода и отопление. Жалобы нет. Эти 2 дома построены в 2015 и 2016 годах. Новые квартиры тогда получили свыше 300 семей. С самого начала водовладельцев было немало проблем. Одна из них – отсутствие тепла зимой. 5 лет люди ждали и дождались. Ряд значимых объектов по линии Министерства строительства ЖКХ Ингушетии откроется в регионе в 2022 году. Помимо прочего, в планах большая работа по обеспечению населения водоснабжением в рамках национальных и региональных проектов. В 2022 году в планах также полностью решить вопрос с оставшимися семьями по программе переселения с аварийного жилищного фонда. Рина Цычоева. Итоги года.